Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 19 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмомали, в столице страны сдали в эксплуатацию новое здание отдельного отряда милиции особого назначения Шохин, управления Министерства внутренних дел по городу Душанбе. 19 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмомали, в столице страны сдали в эксплуатацию новое здание отдельного отряда милиции особого назначения Шохин, управления Министерства внутренних дел по городу Душанбе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с созданными условиями и побеседовал с личным составом данного отряда. Новое сооружение, состоящее из основного здания и трех трехэтажных вспомогательных корпусов, построено с учетом современных архитектурных стандартов и особых требований отрасли. В ходе ознакомления главнокомандующему вооруженными силами Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, было сообщено, что новые здания подготовлены в соответствии с служебными нормами и благоприятными условиями труда. Кроме рабочих кабинетов, залов заседаний и конференц-залов, построенных в зданиях отдельного отряда специального назначения милиции Шохин, управления Министерства внутренних дел по городу Душанбе, имеются учебные классы и специальные учебные площадки, которые оснащены необходимыми отраслевыми наглядными пособиями. В частности, здесь размещены различные виды отраслевых устройств, оружия, средств связи, военная форма и другие рабочие принадлежности. Для того, чтобы создать достойные условия для служащих команды, в этом здании была построена современная казарма. Здесь же построены две современные столовые с самыми современными удобствами, одна из которых будет обслуживать летом в открытом пространстве. В ходе строительных работ особое внимание было уделено благоустройству окрестностей во дворе объекта, был возведен строевой плац и другие вспомогательные сооружения. Также в здании имеется современная спортивная площадка, на которой помимо проведения спортивных соревнований также имеется возможность ежедневных занятий и тренировок служащих отряда. Во дворе построенного объекта лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку военной техники и оборудования. На этой выставке были представлены самые современные отраслевые устройства и принадлежности, которые используются сегодня. Было сообщено, что технический парк отряда состоит из современных военных машин и механизмов. Все они находятся в хорошей постоянной готовности. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе беседы с личным составом отряда подчеркнул, что они никогда не должны терять профессиональной и политической бдительности, обязаны постоянно совершенствовать свои знания и навыки и всегда быть готовы к преодолению чрезвычайных и непредвиденных ситуаций. Здесь же главой государства, уважаемым Эмомали Рахмоном, отдельному отряду милиции особого назначения Шохин, управление Министерства внутренних дел по городу Душанбе были переданы новые рабочие транспортные средства, которые окажут практическую помощь в эффективной деятельности сотрудников этого подразделения. Было подчеркнуто, что все новейшие условия проживания, повседневной деятельности и качественной подготовки личного состава к выполнению специальных военных операций должны побуждать каждого к верной службе и соответствующим тренировкам. С упоминанием о крайне сложной и непредсказуемой ситуации, складывающейся в регионе и мире, от руководства силовых структур и правоохранительных органов, также каждого военнослужащего войсковых частей и подразделений специального назначения была потребована постоянная готовность к защите достижений независимой Родины, обеспечению устойчивой безопасности и стабильности дорогого Таджикистана. 19 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в районе Сино, столицы, сдали в эксплуатацию новое здание управления Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по городу Душанбе.
19 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в районе Сину, столицы, сдали в эксплуатацию новое здание управления Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по городу Душанбе. Новое главное здание управления, состоящее из 4 частей и 10 этажей, возведено на территории площадью почти 2 гектара с учетом требований деятельности органов милиции и национальных архитектурных элементов и обладает современным дизайном. Объект построен за счет средств бюджета исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, было сообщено, что новое здание обладает развитой инфраструктурой и широкими возможностями. В нем расположены 246 рабочих и вспомогательных кабинетов. Главный конференц-зал на 346 мест, малый зал на 40 посадочных мест, казарма на 290 коек, столовая на 178 человек единовременно, спортивный зал для физических тренировок, а также спортивные площадки для мини-футбола, волейбола и других видов спорта. На первом этаже данного здания создан исторический музей, где с помощью экспозиции, фотографий и редких документов отражен весомый вклад и заслуги сотрудников столичной милиции. Было отмечено, что с вводом в эксплуатацию нового здания сотрудники милиции обеспечены современными средствами поиска и оперативной техники, что сыграет важную роль в укреплении верховенства закона, борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка в столице страны. Новое здание управления Министерства внутренних дел в городе Душанбе, возведенное в рамках работ по созиданию и благоустройству к 35-летию государственной независимости по инициативе председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, не только создало современные условия для деятельности сотрудников органов внутренних дел, но и украсило облик столицы своим эстетичным и красивым видом. В ходе ознакомления лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, был представлен проект строительства лицея Дурахшандагон, Министерства внутренних дел Республики Таджикистан на 640 учащихся с современным общежитием на 260 человек. Этот шаг является выражением особого внимания государства к развитию науки и образования, воспитанию образованного поколения и укреплению структуры основ силовых органов. Вся прилегающая территория полностью заасфальтирована. На площади более 3200 квадратных метров высажены редкие декоративные деревья, придающие окружающей среде еще больше красоты и свежести. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с созданными условиями дал высокую оценку работам по строительству и оснащению, потребовал от ответственных лиц и сотрудников столичной милиции, чтобы они, используя предоставленные возможности, добросовестно служили, были образцом в охране правопорядка, общественного порядка, обеспечении безопасности и стабильности. Улучшение транспортной и дорожной инфраструктуры в поселках и махалях столицы является одной из основных целей руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе. В этом направлении за счет бюджетных средств и с привлечением предпринимателей в пределах города работы в данной сфере активизировались. Продолжение темы в репортаже наших коллег. Расширение программ благоустройства и созидания в городе Душанбе заметно наблюдается. Наряду с тем, что в настоящее время на различных объектах продолжаются работы по реконструкции дорог за счет бюджетных средств. Также предприниматели, жители махалей при ремонте той или иной улицы города придают этому процессу новый импульс. Благодаря этому темпы работ по благоустройству в поселках и махалях столицы обеспечены. Следует отметить, что в рамках поручений и указаний лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в части вклада жителей в благоустроительные работы на местном уровне, жители поселков номера 191 и номера 192 района Шох-Мансур при поддержке местных меценатов, предпринимателей посредством организации коллективных субботников заасфальтировали дороги на территории поселка. Эта инициатива реализована при поддержке исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур, предпринимателей и жителей указанных поселков. С привлечением специализированной техники и профильных специалистов продолжается процесс асфальтирования дорог, которые на протяжении многих лет нуждались в ремонте. Именно благодаря государственной независимости и достойной подготовке к 34-й годовщине государственной независимости Республики Таджикистан данные строительные и ремонтные работы в этом районе были реализованы.
В последние годы Душанбе переживает стремительный рост и развитие во всех сферах, включая коммунальные услуги. В этом контексте важным шагом стали новые методы управления отходами, которые внедряются в столице. Мои коллеги подготовили сюжет из района Исмоили-Сомони о реализации современных проектов по строительству жилых комплексов и созданию эффективных систем утилизации твердых бытовых отходов. В районе Исмоили-Сомони, столицы, завершено строительство нового жилого района компании «Декор Инвест», который стал результатом реализации генерального плана города Душанбе и программ по водоснабжению, разработанных исполнительным органом государственной власти. Проект был осуществлен с учетом современных архитектурных решений и на основе инициатив председателя города Душанбе Рустами Эмомали. Одной из ключевых особенностей нового жилого комплекса стало создание современной свалки, которая была построена с использованием инновационных подземных технологий. Это решение не только оптимизирует процесс сбора и вывоза твердых бытовых отходов, но и способствует улучшению экологической ситуации в районе. Важно также отметить, что в большинстве новых жилых комплексов Исмоили-Сомони предусмотрены соответствующие свалки, что является значимым шагом к обеспечению чистоты и экологической безопасности. Строительная компания «Стройцентр» также внесла свой вклад в благоустройство района, создав новую подземную свалку. При вывозе отходов используются специальные устройства для подъема контейнеров, что упрощает процесс передачи мусора коммунальному транспорту. В последние годы вопрос экологии стал приоритетным для властей столицы, что подтверждается реализацией подобных инициатив. Кроме того, современные городские свалки были построены по адресам улиц Мирзо Турсунзаде, 17 и 19 компании «Абр-Текстиль», а также на улицах Плоди, 27 и Махмадуллы Курбонова при участии строительной компании «Жасмин-Строй» и «Арк-Луиха». Однако, несмотря на все усилия, некоторые жители проявляют безответственное отношение к новым коммунальным объектам, что приводит их к повреждению. В этой связи власти призывают граждан соблюдать культуру городского проживания и активно участвовать в улучшении экологической ситуации. Каждый житель столицы может внести свой вклад в сохранение чистоты и порядка в своем районе, что является общей задачей для всех. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.